Республика Саха-Якутия гордится своими героями. На сегодня у нас 25 героев Советского Союза и 7 героев России. И сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Степанов. Это сын героя Советского Союза Николая Степанова. Мне сказали, что ваш отец никогда не рассказывал о войне. Молчал про этот вопрос. Да, он про войну вообще на эту тему не разговаривал. Тут толком ничего не знали. А вдруг в 1968 году вышла статья в газете «Крым» ученого историка Дмитрия Дмитриевича Петрова о 6 якутян, которые были представлены во время войны к званию Героя Советского Союза. Мы все были вообще ошарашены, удивлены. Вы тогда жили в каком районе? В Рижском районе, село Лагача. У нас отец работал лесником. Мне интересно, что как бы рядом находится родной человек. Здесь вы из газеты узнаете, что он герой, да? Удивление, воспринимаете, как так можно проявить героизм и ничего не рассказывать. Это удивление было. Как-то мы собрались, наши старшие сестры, братья заканчивали школу, и они уговорили рассказать про войну. Он ладно, сказал, когда приду, расскажу про войну. Сидим и ждем. Ага. Вечером он приходит, заходит в дом, мы сидим, ждем за столом. А он говорит, что собрались? Ну, ждем рассказ про войну. А что вы хотите услышать, что человек убивал, что ли? Вот это вы хотите услышать, что ли? Это что, ничего хорошего от этого нету. Это ужас, это боль, это страдание. А вы это хотите это услышать, да? Ну, закрыл свою дверь в комнате и все. Весь рассказ про войну. Мой прадедушка Николай Александрович Степанов, рядовой Степанов, получил приказ от командира во что бы то ни стало форсировать реку Южный Буг и поддержать наши стрелковые подразделения. Николай нашел 2 небольшие бочки, связал их и положил пулемет «Максим» с лентами. Командиру батальона заявил: «Умру, но пулемет будет на той стороне реки. Меня не будет, мой второй номер заменит меня». После он поддержал наступление пехоты на деревню Маньковку и уничтожил при этом 15 немецких солдат и 1 пулеметный расчет. А присвоение, как все это происходило? В Рижском районе, председатель районного совета ветеранов, сам ветеран войны Афанасий Никентьевич Николаев, и подходит и говорит, что, мол, добиваемся присвоения это звания героя нашим фронтовикам, которым 3 рижчанам, которые были удостоены во время войны звания Героя Советского Союза. Тогда был Советский Союз, и именно там был от Рижского района Андрей Савич Борисов, и его поддержкой все это занимался Министерство обороны и Верховный Совет СССР, все, чтобы это дело восстановили. А вообще отец как к этому относился? Он относился, зачем стали ворошить? При нашем присутствии приходил Афанасий Никентьевич, так и так надо это, так и что-то надо делать, свои слова сказать. Он говорит, зачем старые ворошить? Я это слушал своими ушами и могу подтвердить. Дальше что-то же... И дальше вот эти люди, которые взялись этим делом, занимались. А отец этим не вникал, не интересовался. Он так жил в деревне, так жил и
занимался своим делом. Но наши депутаты, наш Верховный Совет все-таки добились этого. Добились, да. Только все поставили на подпись президенту Горбачеву Михаилу Сергеевичу. 5 мая он подписал указ о присвоении звания Героя Советского Союза 1990 года. Выходит указ, и нам звонят, чтобы приготовили Николая Савича срочно отправку в Москву для получения звезды Героя на 7 число. И что? И дозвонились еле до дома его, в деревню. А его где-то не оказалось. Оказалось, что моя мать. И вот он был как раз по работе в лесу. И вечером приходит, они когда ехали обратно, сломался трактор, и он пришел поздно вечером, уставший, домой. Ему сообщает, что, мол, такое дело, тебе дали героя, должен завтра сразу вылететь отсюда вертолетом и дальше самолетом в Москву. Он говорит, сами летите, я никуда не поеду. Вот так его была первая реакция. Восторжествовала справедливость через 46 лет. Это нас здорово радовало. Герой не хочет, и что происходило? Герой не хочет. Потом герой не хочет ехать. Весь ночи до ночи его уговаривали. Или вроде уговорили, на завтра утро будет вертолет, райцентр, а дальше на самолете Якутск. Его говорили, что будет сопровождать его невеста Вера Гавриловна Григорьевна, учительница из города Вилюйска. И вот из Вилюйска они полетели в Москву. Их там встречал Андрей Савич, зайти в Георгиевский зал и получить эту долгожданную награду. А что вот как будто жизнь продлилась. Таким скромным был, таким остался. Не выпячивал себя, что я стал героем. И нам строго, детям, внукам сказал, не выпячиваться, что у вас такой отец и дедушка. Ну, сперва мне рассказывали в 2007 году, я была в 1 классе, я что-то не поверила сперва, что это не мой. Мне сказали, что 9 мая, вот, а портрет твоего дедушки. Сказали, это не мой дед, нет, я его не знаю, это не мой прадед, нет, я его не знаю, типа. Потом мне говорили, что это твой, смотри, вот, наш герой, типа, семейный, он воевал, типа, герой Советского Союза стал, типа. Поэтому ты являешься правнучкой героя Советского Союза. Ты этим должна гордиться, типа. Я говорю, что вы шутите ко мне, это не мой дед, говорю, сколько раз так я ругалась. Кажется, это правда. И вот после этого что-то я начала думать, начала смотреть фильмы документальные, истории войны, и смотреть эти останки, раскопки, эти кассы, всякие такие вещи. Что-то это, кажется, было правда, война. Всем нужно рассказать детям, что это не просто такая была война, это была самая страшная война истории человечества. Он по своей работе относился очень ответственно. И вот он болел всей душой, что это лес самое главное наше богатство. И он это передавал всем окружающим. Конечно, как все сельские жители, он охотником был хорошим. Ага. И как положено, он был даже при заводного председателем художества. Выписывал членские билеты, собирал взносы. А зимой он принимал пушнину. И все там свои стандарты. Он все придерживался стандарта, это здорово все делал. И как-то он пришел со встречи, лежит, и когда подошел и сказал, все-таки я счастливый человек, что дожил до этого дня, что получить золотую медаль и жду. А вот мои земляки, Миронов, который был снайпером,
окончании войны он погиб. И вот его друг, Кондаков Николай Алексеевич, вот за него он был очень, за него вот был как-то, болел, что он не смог дожить до 3 дня. Носить эту звезду героя, как говорить. А я вот, счастливый человек, дожил до 3 дня. И каждым годом ощущаем его, как говорится, величие, каким он был человеком. Оказывается, он был настоящий герой. Вот годами, вот, когда думаешь, становишься его поступком, и такое мнение приходит. Сейчас вот перед нами книга это... Издал это журналист Николай Александрович Крылов. Это его работа прямая. Вот этим делом он занимался с самого начала. И вот он, Николай Александрович, издал вот книгу при помощи Министерства лесного хозяйства. Эта книга рассказывает про его жизнь как. Сколько сегодня у Николая Степанова внуков, правнуков? Сколько? Хотя бы примерно. Так получается, у него 9 внуков и более 20 правнуков. Все они про него знают. 9 мая они гордостью носят этот плакат его портрета. Я хотел поблагодарить родственников, внуков, правнуков героя Советского Союза Николая Савича Степанова. Вот это символ передачи поколений, символ передачи, это история, понимаете, которая должна сохраняться в наших сердцах и в нашей памяти. Всем необходимо знать историю, наши истинные корни. Как вот показала практика, вот даже вот соседнего государства, которое состояло в Советском Союзе, достаточно было определенного количества времени, чтобы они начали изменять ход истории. И все неожиданно так резко начали забывать, то, что они, можно сказать, они тоже же участники этой победы были. И тут нам приходит, от них опять зарождается фашизм. И нам приходится с ними вот сейчас, в нынешнее настоящее время, с ними бороться. Это вот, потому что они начали забывать историю. Это самое важное в нашей стране вообще. Куда в любой стране необходимо знать историю. Современные ценности меняются, то, что необходимо быть больше семьей. Уделяйте, вот самое главное, уделяйте самое дорогое, это наше время, своей семье.